Давай, давай, протести наконец-то этот настоящий Jetour T2. Путешествие, оно начинается за дверьми вашей квартиры. Среди скал, среди снега, полей, степей, плохих дорог, хороших дорог. Всем привет, меня зовут Асет, это Руслан, и сегодня мы с Jetour и Castrol отправляемся в тур по Южному Казахстану. Да, мы посетим Джамбульскую область, Туркестан, посетим новые какие-то достопримечательности, старые достопримечательности, найдем новые локации. Да, будет круто. Погода подводит немного, но мы надеемся на красивые кадры и красивые локации, несмотря на погодные условия. Таргапи лучшая кожи. Пахнет вкусно. Тимыш? Вкусно-вкусно. Кожи был потрясающий, брат. Почему? Знаешь почему? Потому что мы в Таргапе. Таргапская кожа самая лучшая кожа в мире. Вот ты владелец Т2 уже сколько? С октября месяца. С октября, Как в целом вот машина? Машина, знаешь, это вот, цена-качество полное, соответственно. Вот салон, как все сделано. Кстати, я первый раз на заднем сиденье нормально нахожусь, чтобы ехать куда-то. Как видишь, панорама огромная. Вообще, прям, вот я кайфую. Вообще потрясающе. Вообще, видели, как красота здесь? Это Меркесское учреждение по охране лесов и животного мира. Но здесь прохладно, на самом деле погода такая себе выпала, но это нас не останавливает. Мы едем только вперед. Итак, благодаря Jetour мы заехали в Меркинское ущелье. Здесь не самая лучшая дорога, но автомобили справляются с ними пока легко. Потому что здесь близко. Камни торчат, птицы низко летают. Скалы, да? Скалы вообще потрясающие. Да? Такие скалистые. Скалы такие скалистые. Красивая машина выглядит, очень снаружи. Смотрите сами, невероятно. Особенно на фоне природы. Казахстанская природа, она безгранично красивая. Безгранично. Как вселенная. Как вселенная, она такая же безграничная. Просто посмотри на это, посмотри, это что происходит? Не, все погода реально супер. Нам повезло, потому что посмотрите на эти облака. Еще идет снег, такая романтика. Да, вообще потрясающе. Это... Ну, вдвоем. Блин, ну сегодня клево выбрались. Да, хорошо, что погода пока хорошая, но говорят, в Таразе снег. Снег? А я думаю, хорошему путешествию погода вообще не помеха. Главное компания, главное места, какие, природа, которую мы увидим. Хорошее утро сегодня в Таразе. Вчера мы были в ущелье Мерке, и ночью там произошло землетрясение 5 баллов. Вот. Надеюсь, погода не подведет, снега не будет, дождя не будет, и солнышко выйдет. Так что мы поехали. Вчера ночью приехали в город Тараз, прекрасный город. Правда, ночью мы особо ничего не увидели. И вот сейчас при свете дня выехали, подъехали к часам. Да, место очень красивое. В городе, кстати, очень чисто. Обязательно нужно будет сюда вернуться, но нам пора ехать дальше в сторону Туркестана. Поехали! Все, выезжаем из Тараза. Красный город Тараз, посмотрели Тараз. Поехали дальше, Туркестанская область, Туркестан, Ахмешит. Давно хотел посетить ее. То, что происходит сегодня, это дар. Так что живите моментом. Часто люди пишут
типа, да путешествовать это же дорого, капец. На самом деле, путешествие, оно начинается за дверьми вашей квартиры. Ехали по дороге и нашли такой красивый водоем. Ландшафт очень напоминает Францию. Вот. Блин, мы, кажется, не туда заехали по Яндекс.Картам. Да, точка не та была поставлена. Вообще село Актубе называется, заметь? Да. Но мы не туда заехали, сейчас будем выезжать на другую дорогу и искать правильный путь. В автопутешествиях люди очень сильно сдруживаются и сближаются. Вот. В обычной, в городской жизни, там все вот так в телефонах сидят, а тут мы говорим, разговариваем, общаемся. Поэтому ездите по Казахстану не только ради прекрасных видов, но и ради того, чтобы оставаться людьми, вот общаться, не забывать вот эти вот связи человеческие. Нас, к сожалению, не впустили дальше, но Руслан решил покорить эту гору. Вон он идет, видно? Итак, вот мы и доехали до главной достопримечательности Туркестанской области. Акмешит, пещера. Наконец-то я несколько лет пытаюсь попасть в это место, и наконец-то я доехал благодаря туру с Джетуром. Ну а я был здесь 2 раза, пойдем покажу тебе. О, народу здесь, конечно, капец много. Тут всегда так? Ну, в прошлый раз я приезжал, 2 раза приезжал, и никого вообще не было, я был один. В этот раз прям группами приезжают, несколько автобусов стоит на парковке. Значит, туризм потихоньку развивается. Классное место. Какая-то мини-магия тут есть. Чувство необычное. Особенно после дороги. В такое место попадаешь. Мы были в закрытом пространстве, а тут просто масштабы. Вау. Мы наконец добрались до этого места. Ахмешит среди гор, среди скал, среди снега, полей, степей, плохих дорог, хороших дорог. Это круто! Мне прям нравится, как Руслану нравится. Смотрю его эмоции и кайфую. Тур! Сейчас тур! Последняя точка на сегодня. Едем в Туркестан. Сколько займет путь? Если спокойно ехать, около 2 часов займет путь. И давай, протести наконец-то этот настоящий Джетур Т2. Хочу протестировать спорт-режим. Так, включили его. Кстати, очень красивая анимация, вау. Ух ты! Турбодвигатель чувствуется. Да, она прям такая резвая, да? Прекрасное доброе утро в Туркестане. Проснулись, выспались. Сейчас поедем изучать главные достопримечательности города. Это мавзолей Хожа Ахмета Ясауи и караван-сарай. Трип продолжает тур с Джетур. Итак, мы в Туркестане. Если честно, я чего в шоке? Того, что город с каждым разом, как я сюда не возвращаюсь, вот раз в полгода приезжаю, и он строит и строится, строится и строится. Все больше и больше новых зданий. Первым делом мы приехали в караван-сарай. Здесь протекает такая река искусственная, плавают гондолы летом. А вообще это торговый центр прекрасный, с множеством развлечений, которые есть на территории. Вот это одно из них, это 5D кинотеатр. Как тебе Туркестан? Слушай, нормально. Первый раз нормально по-человечески приехать. Кстати, здесь яйцо, вот кинотеатр, то что вот это очень интересно. Я хочу как-нибудь сходить сюда. Жалко, что сегодня очень мало времени у нас. Но так бы я очень прям посетил полноценно это все. Да. Мы приехали на автомойку помыть машины, потому что они у нас грязные стали. Помыл машину, как будто сам помылся, но теперь отправляемся смотреть мавзолей.
Итак, привезли Руслана впервые в мавзолей Ходжи Ахмета Яссауи. Священное место для казахстанцев. Вот каждый тут должен побывать. Пойдемте посмотрим на его эмоции. Это, представляешь, это руками людей в то время, построено в 14 веке, по приказу Тамерлана. Да, удивительно. Ну ты чувствуешь какое-то здесь спокойствие, Да, есть, кстати, я говорю. удовольствие. Чё, получаешь удовольствие? Да. Просто мы сидим на скамейке, общаемся и кайфуем. Ну что ж, мой друг, это далеко не первое наше путешествие вместе, но первое путешествие с G-Tour. Недалеко не последнее. Ты прав. Классно, но. И зацени просто вот эту тишину. Вот просто послушай ее.